Папы Бенедикта XVI, обратиться Его Высокопреосвященство, монсеньор Клаудио Буджиотти, титулярный архиепископ Равелло, апостольский нунций в Республике Беларусь. Шановная господарина Алена Чиган, наместник министра внешней справы Республики Беларусь, поважання представників органів державної влади, достойні біскупи Римо-католицького костюла, шановні репрезентанти дипломатичного корпусу, великие делегаты православной церкви Беларуси, дорогие святари, наважання сестры, шановные спадарства, дозвольте привітати усіх вас з нагоди святкування 7-ї годовини понтифікату і 85-ї улоткою з дня народження Його святості Папи Бенедикта XVI. Я упевнений, что выражаю почутие усіх вас, жадаючи Его святости Божьего благословения, моцного здоровья и успехов у охоте намагания проповедовать и поширять вечные коштовности у сучасном свете. In 2008, the Pope spoke to Belarusians as follows: I am appreciative of the many encouraging signs and challenges that are present in the country today. Please be assured that the Holy See will continue to support your nation in her effort to affirm proper and legitimate aspirations for freedom, and in their labors to foster the democratic process as a part of the great family of free and sovereign European nations. And quotation. The more the situation has become tense after 2008, the more the Holy See did and is doing her best to fulfill the promise. Папа обратился к белорусскому народу в 2008 году следующими словами: «Меня радуют многочисленные поддерживающие знаки, которые существуют сегодня в стране. Вы можете быть уверены в том, что Святой Престол и впредь будет поддерживать ваш народ, его старания укрепить должное и легитимное стремление к свободе, его усилия по ускорению демократического процесса, как участник большой семьи свободных и суверенных европейских народов». Конец цитаты. Чем более напряженной становилась ситуация после 2008 года, тем сильнее Святой Престол старался и старается выполнить свое обещание. The Holy See shares the common goal of fostering values of freedom and justice. It is also well aware that nobody can propose himself as the master, judge, or owner of these values. All countries are doing their best to find a way to fully implement them in their own context and in the whole world, conscious of their own values, but also of their own weakness and contradictions. Святой Престол разделяет общее стремление к укреплению принципов свободы и справедливости. В то же время Святой Престол дает себя чувств в том, что никто не вправе навязывать себя в качестве наставника, арбитра или собственника этих принципов. Каждая страна прилагает все свои усилия, чтобы найти путь воплощения этих принципов с учетом собственной специфики и мировой ситуации в целом, сознавая свои сильные стороны и свои противоречия. Belarus has suffered tragedies beyond description in our history. No action will be effective by speaking to Belarusian people in a way that does not respect the consequences of this historical experience.
В истории Беларуси вписаны трагедии, которые невозможно выразить словами. Любые попытки разговаривать с белорусским народом на языке, который не учитывает исторический опыт этой страны, будут неэффективны. Belarusians sometimes feel themselves like the butterfly described in a poem of Valeria Busova. A trembling butterfly was flying around the last flower. It did not even try to alight. It was clearly afraid of breaking its stem. All of a sudden, the sky sighed and rain fell. A huge drop knocked down the weakened bud. Белорусы иногда чувствуют себя как мотылек, описанный в стихотворении Валерии Бусловой. Для пошньої квітки льоту вже п'ятки мотильок, і навіть не спробував сісти на її, коли боявся зламати горою полу сабліни. Раптом небо вздихнуло і прийшов дощ. Одна буйна кропля збила знесеного мотилька. Of course, Belarus is a strong nation that is not to be fully identified with its image. But such delicate and sensitive temperament, however, is part of the nation. Our common duty is to strengthen the butterfly, or even better, to help the butterfly to strengthen itself. Drawing the butterfly will be only counterproductive. Белорусский народ – это сильная нация, и было бы неправильно отождествлять ее с мотыльком, но в то же время такой же нежный и чувствительный темперамент является частью белорусской идентичности. Нашим общим долгом является сделать более сильным этого мотылька и, точнее, помочь мотыльку укрепить свои силы. Попытки утопить мотылька будут контрпродуктивны. Values grow from inside. All external contributions can only foster the process. This is the reason why the Pope, in the above-mentioned speech, added, achieving such an ambitious goal is not easy. In fact, it requires all the parties involved to engage in constant, frank, and reasonable dialogue, based on genuine solidarity and respectful of the legitimate aspirations, historical circumstances, and diversity of ours. End of quotation. The Holy See is ready to put its values at the service of such a process. Ценности дозревают внутри. Интервенции извне могут стимулировать этот процесс. Именно поэтому Папа в вышеупомянутом обращении сказал, достижение такой высокой цели является непростой задачей. Это требует постоянного и разумного диалога, основанного на истинной солидарности, уважении к коллективным стремлениям, исторической ситуации и отличию других. Конец цитаты. Святой Престол готов содействовать такому процессу чем может. When diplomacy interrupts its role of mediation and contribution, this silence can give way to more disruptive and dangerous practices. We know it out of our long-standing experience. Dialogue cannot be defeated forever. There is always a further chance to enhance it. The diplomatic role of the Holy See is summed up in this effort to give voice to dialogue, both inside the country and in the international arena. Когда дипломаты умолкают и не исполняют роль созидательного посредника, такое молчание может открыть путь к конфликтам гораздо более опасным и разрушительным. Об этом мы знаем из нашего долгого опыта. Диалог нельзя откладывать без конца. Всегда есть шанс сделать это более интенсивным. Дипломатическая роль Святого Престола сводится к усилиям позволить состояться диалогу. Диалогу внутри страны и диалогу на международной арене. A people is never guilty. A people has never to stand the consequences of misunderstandings or lack of agreement, however important values can be at stake.
no case isolation will give strength to the wings of the butterfly. For this reason, the Holy See will continue to promote and encourage exchange, communication, sharing of knowledge and ideals within and outside Belarus, and support its rich culture, spreading the knowledge and respect of it all over the world. Народ никогда не виновен. Он никогда не должен испытывать на себе последствия недоразумений и разногласий, даже если ставкой любви являются важные принципы. Изоляция ни в коем случае не даст силу крыльям материка. Именно поэтому Святой Престол продолжает поддерживать и поощрять диалог, общение, обмен знаниями и идеями внутри и за пределами Беларуси. Святой Престол прилагает усилия по поддержке богатой культуры этой страны, уважая ее и популяризируя во всем мире. Святий Посад становится значным укладом католицкого костела у Беларуси, у этот процесс. Костел дейничает по усмотрению моральных принципов, которые являются основой громадского прогресса, понад принципами рынка и экономики. Больше того, католицкий костел робит все мощимое, как поднимать белорусскую культуру по всей ее складности, трансплантацию, коммуникацию, солидарность и взаимообмен. Все это потребует супорных помоганий разом с іншими конфессиями и особливым чином с православной церковной в Беларуси. Яснуючая атмосфера и взаимного шаттунку и зразумения заявляется сприятной для такой праці. Святий Посад удячний представникам органів державної влади Білорусі за намагання скерування на підтримку релігійної свободи і сподівається, що цей процес буде протягуватися і буде усмотрений новими кроками і ініціативами, так само в контексті усіх інших особистих і громадських правов. This Belarusian way to freedom and justice will continue, we hope, being guided by morally acceptable instruments of modern economy, and without forgetting the social support that so far spared Belarusian citizens the pernicious consequences of a sudden, wide impact with a capitalism that ignores human dignity and creates unacceptable social differences. Мы надеемся, что белорусский путь к свободе и справедливости будет продолжаться руководимым морально-временными инструментами современной экономики, не забывая о социальной поддержке, которая пока защищает белорусских граждан от разрушительных последствий резкого столкновения с капитализмом, игнорирующим человеческое достоинство и создающим вопиющее социальное неравенство. The Holy See wishes Belarus more and more progress and brilliant achievements, taking into serious considerations both what is to be achieved and what they have already attained. I will express this wish with a tinge of humor and maybe profit by quoting some verses of another famous Belarusian poet, Grigor Magdulin. Cooler and cooler I feel in this world every day, but to nobody it will be warmer in another world. Святой Престол желает Беларуси быстрого развития и существенных достижений, не упуская использования непоставленных целей и того, что уже достигнуто. Эти пожелания с вкусом
юмора я хотел бы выразить словами известного русского поэта Григора Парадулина. Холоднее мне на этом свете штодня, и над им не бывает теплей никому. Дякую за увагу. Имею честь приветствовать и предоставить слово на выступление заместителю министра иностранных дел Республики Беларусь госпоже Елене Николаевне Кучиной. Ваша Екселенція, поважані представники дипломатичного корпусу, представники релігійних конфесій Православної Церкви, шановне господарство, я вельми утішена цією можливістю від ім'я Міністерства заміжних справ я себе особисто повіншувати сьогодні усіх присутних з нагоди початку сьомої години початку понтифікату із 85-річного дня народження його святості Папи Римського XVI. Пленная тридцать понтифика, накерованная на расповсюдживание идеалов христианства, умацование каштовности, справедливости, добра и милосердности на усім свете, з'являється найліпшим прикладом самовдалого служення людям. Ми вельми вдячні або святості за особисту увагу до розвиття відносин з нашої країни і за добре ставлення до незалежної білоруської держави. Мне вельми приємно значить, що поміж Республікою Білорусь і Святим Посадом склалися особливі відносини сябровства і довіри. Ватикан для Республіки Білорусь – це тривалий і надійний партнер, як у глубокових дочиненнях, так і у взаємодії Білорусі з іншими країнами і міжнародними організаціями. Скористаюся этой нагодой, как выказать сподівання на дальнейшее поширение сотрудничества с Республикой Беларусь на Святым Посадом и Полсуниками. А так само хочу передать его святость пожелание мощного здоровья и дальнейших успехов в виконанні миссии. Дякую за увагу, а вам, Ваша Екселенція, хочу виказати особисте дякую за шанування білоруської мови і культури. Рады приветствовать на сегодняшнем торжественном приеме и предоставить слово для выступления представителю Православной Церкви, представителю Патриаршего Иерусалимского Архиерея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета, руководителю отдела образования организации Минской епархии, протоиерею Александру Жигарову. Ваша Экселленция, архиепископ Клавдий Буджироти, апостольский нунций Республики Беларусь, Ваша Экселленция, дорогие отцы, братья и сестры, шановное панство, позвольте мне переказать сердечное віншування митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всей Беларуси, с нагоды годовщины понтификату и 85-летия с дня народжения Папы Римского Бенедикта XVI. Мы вельми ценим добрые отношения с католическим костелом в Республике Беларусь, бо это наша совместная праца идет на користь нашего народа, на становление морали, на то, как человек отчувал себя заправным образом Божьим, и вот эта человеческая годность в нашей краине узмацнялась, имела такая заправленная духовная подстава. И мы желаем успехов и в вашей деятельности, и успехов у футбольной Божьей сарае, нашим костелом. Примите от нас самые щедрые віншування.